Всем привет, с вами передача «За чашечкой кофе». У нас сегодня в гостях человек, который очень тесно связан в принципе с кофе, потому что он был баристой и знает абсолютно любой способ приготовить кофе. Так? Ну, наверное, да. Был работником Бригантины, продвинулся от баристы до самого высокого места, скажем так, и сейчас работает сам на себя. Интересно будет поговорить с тобой именно об этом пути. Инал Арлан. Здрасте. Скажи, пожалуйста, вот ты прошел работать баристой, почему? Это из-за них, работа нужна или просто тебе было интересно? Ну, в общем, эта история начинается вообще не в Абхазии. Я переехал в Питер, мое эго говорило работать по профессии. Я прошел отбор, поработал... Профессия у тебя какая? Специалист банковского дела, отдела финансов. Я поработал 6 часов и понял, что никогда в жизни не хочу этим заниматься. Так скучно, прям ужас. Я помню, я поработал с 9, нет, вру, с 11 до 6, что такое, или с 10 до 6 поработал и понял, что больше никогда туда не вернусь. Но у меня возникли реалии жизни, у меня просто закончились деньги. То есть чужой город, чужая страна, и у меня нет денег. Благо, хоть прописка была. Вот, и таким образом я начал думать, что сделать. Вы поняли, да? Хвастается сидит. В наши времена это важно. Вот, и я начал думать, что делать. Я поработал даже официантом, но мне как-то это не устроило. И я вспомнил, что у меня здесь в Сухуми есть друг, Максим, грузинин, наверняка знаешь. Вот, он работал баристой и был всем доволен. Я думаю, если он в Абхазии был доволен от работы бариста, наверное, я справлюсь в Питере. И я прошел собеседование, устроился на работу, и это превратилось в что-то такое невероятное. В том плане, что это был... Для меня эта работа была вначале как способ выжить, заработать на дорогу, на что-то купить себе, а потом это превратилось в нечто такое прям... Страсть. Да, можно и так сказать. И что именно тебя привлекло? То, что огромное количество способов приготовить кофе, огромное количество людей, с которыми ты общаешься, атмосфера, запах, может быть? Атмосфера, безусловно, это просто как... Это безумно уютно, такие прямо антуражно, но больше всего привлекает факт того, что ты настраиваешь кофе, и ты пробуешь эспрессо, это кофейная основа вообще всего. И тебе, если нравится вкус эспрессо, то всем остальным людям, которые приходят и говорят, что твое кофе нравится им, значит, им нравится не только твой кофе, а тот вкус твой кофе, который ты настроил. И это очень интересно. Ты пытаешься выбрать оптимальную настройку эспрессо так, чтобы нравилось всем вокруг. Что такое настройка эспрессо? Ой, это такая капризная штука на самом деле. На эспрессо влияет, так немножко в теорию вдадимся, на эспрессо влияет атмосферное давление, влажность воздуха. Даже вот вы можете настроить эспрессо, то есть учитывая помол и время пролива воды через кофе. И вы все круто настроили, все классно. И тут пришел полный зал, у вас полная посадка, у вас эспрессо может сбиться, то есть поменяться. И, к примеру, ребята в Бригантине... То есть на вкус влияет абсолютно все. Вот, действительно, абсолютно все. Все даже настолько, что если вы сильно зажмете при темперовке, он может сгореть или слабо, если зажмете, то он просто не сварится, будет недоэкстракции, переэкстракции. Таким образом. Вот ребята в Бригантине каждые 2 часа проверяют кофе. То есть они варят себе чашечку эспрессо, пробуют, если вкусненько, то дальше работаем. Если нет, то идут перестроения просто. Получается, практически целая наука. Это не то, что мы тут любим в кофеварке вот так постоять, по-турецки сварить и выпить его. На самом деле, это правда целая наука, и эспрессо вообще официально считается одним из самых сложных приготовлений напитков. То есть очень много факторов должно соблюдаться. Скажи, кофе, сами зерна, какая идет градация? Допустим, я знаю, что есть венская обжарка, французская обжарка. Что это имеет? Что это значит? Начнем тогда вообще с самого зерна. Что такое зерно? Зерна есть 2 типов. Это арабика и робуста. Арабику мы все знаем, это заварил, вылил, сел, кофеек выпил. Есть еще робуста. Робусту считают кофейным сорняком. Почему? То есть арабика более капризна, там нужно много кислорода, солнца, высота определенная. А по сравнению с арабикой, робуста менее капризная, то есть ее называют кофейным сорняком, то есть она может расти в более плохих условиях.
поэтому не так ценится. Но, к примеру, кофейные пакеты, если мы говорим о килограммах, которые как бы в кофейнях, они создаются таким образом. Есть там 100% арабика, есть 100% робуста, а есть смеси. Там 80% арабики, там 20% робусты. Для чего это делается? Зерно, по сути своей, к примеру, арабики, оно кислотное такое. Оно имеет благородную кислинку, такую интересную, но она не такая плотная на вкус. А робуста добавляет ей крепкости и плотности, и в совокупности с этим процессом выстраивается кофейное зерно. А как влияет обжарка? Обжарка выделяет вкус, который есть в зерне. То есть вы готовите, допустим, готовите мамалыгу, вы там ее не додержите, будет один вкус мамалыги, там прям вообще не очень. Если передержите, там тоже другой. Таким образом, обжарка – это способ вытащить из зерна все необходимые вещества. То есть там есть карамелизация, выделяется корица, сахарозы, аминокислоты, разные такие ферменты интересные. В принципе, поэтому зерно и держится в качестве зерна, а не смолотого кофе. То есть, допустим, я хочу пойти купить кофе. На что мне надо первое обратить внимание, чтобы получилось вкусное, хорошее? Ну, в первую очередь, вы должны понять, какой кофе вы любите. Я люблю, допустим, крепкое, чтобы он был чуть-чуть с кислинкой. Тут тогда лучше смесь взять арабики и робусты. То есть, если чуть с кислинкой было, но крепкое, 80/20 подойдет. То есть, будет достаточно выраженная кислотность, но крепкость и плотность даст робуста. 20% хватит. Ну, то это написано на этикетке. Да-да-да, там все расписано прям. Угу. А если, допустим, не знаю, я хочу дома поставить машинку профессиональную. Не вот эти, которые по кнопочкам нажимаешь, он прям вот так? Да, а прям профессионально. Ой, это круто, это прям мечта. Скажи, долго этому учиться? Ну, на самом деле, учиться нет. Я как бы занимаюсь когда обучением, я пытаюсь объяснить принцип работы. Когда ребята понимают принцип работы вообще всего, от зернышка до кофеоборудования, у них там час занимает просто практики с оборудованием. То есть это, в принципе, очень легко? Это очень легко, что касается практики, но в теории чуть-чуть сложно. Ну, одно без другого не бывает, так что формально не сложно. Хорошо, какой твой любимый кофе? Я не очень люблю кофе. Вообще? Вообще не очень. Я люблю его готовить. Мне нравится процесс. Ты как бы начинаешь варить, ты смотришь цвет кофе, запах кофе. Ты знаешь, когда его там остановить, если мы говорим о непрограммируемом оборудовании. Ты взбиваешь молоко, делаешь правильную пропорцию пенки, молока, все перемешивается, правильно вливаешь этот запах. И просто в этом есть что-то магическое такое, я не могу объяснить даже. Это вот как вы сидите, монтируете, что-то вытаскиваете там, и я просто смотрю, у меня глаза болят. Тот же принцип. А если говорить с биологической точки зрения? Очень вредная штука. Крайне вредная. Крайне вредная, я объясню почему. Если обращали внимание, в большинстве мест, когда вы пьете кофе, вам дают стаканчик с водой. Ну, у нас тут редко такое делают. Я видел только в Бригантине и в Тайкофе. В остальных местах обычно не дают. Вот, рассмотрим эти две кофейни. Их стаканчик кофе дают к эспрессо. Эспрессо – это концентрированный кофейный напиток, и в нем очень много жиров, очень много кислоты, очень много различных ферментов. То есть, помимо того, что кофе бодрит, оно еще и несет за собой ряд таких как бы побочных явлений. Поэтому перед эспрессо рекомендуется выпить стакан воды, чтобы очистить полость рта, чтобы можно было вкус почувствовать. И после этого выпить стакан воды после того, как вы выпили эспрессо. Для чего это делается? Чтобы организм просто, ваша полость рта и, ну, так скажем, горло, чтобы почистилось немножко от жиров от кофе. Что есть. От излишка, чтобы. Да, чтобы там изжоги не было таких. Сейчас разочаровал меня. Ну блин, она прям реально не особо полезная штука, но она очень вкусная. Угу. Давай перейдем к тому, что почему ты ушел из Бригантины. Вроде это твоя страсть, ты обожаешь это дело, но ты уходишь. И, насколько я знаю, создаешь свой маленький бизнес. Да. Вот расскажи нам, почему ушел и что за бизнес. Вот тут, как сказать, я проработал в Бригантине почти 2,5 года. То есть я приехал, вернулся в Абхазию, устроился на работу, был бариста, потом шефом бариста, потом управляющим. И пути было достаточно сложно, если честно. В том плане, что ты когда много-много времени проводишь с ребятами вместе,
И плюс ко всему, там, знаете, как, там нет такого, например, вот я начальник, там, а вы работаете. То есть наше руководство, Тимурас и Алексей, они всегда были рядом. То есть они могли с тобой поговорить, они могли с тобой выпить кофе, что-то обсудить. Ты там что-то готовишь, Алексей может подойти и сказать: ой, круто, а что это такое, типа, как ты это делаешь? Там, или Тимурас постоит такой, посмотрит. То есть такое теплое ощущение прям всегда было, и из этого было достаточно сложно как-то со всем этим распрощаться. Но в какой-то момент я понял, что это стало для меня такой зоной комфорта. И я уже знаю, что будет сейчас, знаю, что будет завтра. И такая размеренная жизнь, хочется, чтобы мне было лет в 60. А сейчас мне хочется что-то новое, интересное. Двигаться, развиваться. Да, что-то новое узнавать. А что за новый бизнес? Расскажи мне. Вообще, если честно, он появился очень спонтанно и не от меня. Мой средний брат, средний брат получается, мне просто их 3, я и нарос. Вот, мой средний брат очень всегда мечтал о магазине продуктовом. Он всегда очень сильно хотел, мама решила его поддержать, и я тоже, в принципе, и мы решили открыть такой маленький мини-маркет. Вот, а чуть до этого, еще до ухода из Бригантины, мне посоветовали такую вещь, как сушка фруктов, сухофрукты. Я начал об этом думать, купил оборудование, друзья помогли с перевозом оборудования. Потом, оказывается, у меня есть здесь подруга, которой тоже это интересно, она даже чуть умеет. Мы как-то скооперировались, и вот занимаемся сухофруктами. Экоджой называется, например. Вот, Экоджой. Бригантины обычно стоят. Ага. И в тейке. Не могу вот словить эту связь между кофе и сухофруктами. А в том-то и суть. Связи нет. Вообще связи. Вообще нет связи. Ну, в смысле, абсолютно. В том-то и интересно, каждый раз что-то новое. Это как, чем мне заняться? Ага, сухофрукты. Да, что я не делал? Так, фрукты не сушил, погнали. С чем ты сейчас сталкиваешься? С какими трудностями? Потому что, насколько я знаю, сейчас, особенно вот в наше время, очень сложно вести какой-либо бизнес. Все дорожает, все поднимается в цене, ничего не приводится, оборудование. С этим у тебя сталкиваешься ты с такими проблемами? Безусловно, есть такая проблема, потому что, опять-таки, это все цепочка. То есть завод дорожал оптовик, который привез к нашему оптовику, подорожало, все это логистика, все складывается на конечном потребителе. И в силу этого у нас есть такое маленькое правило в магазине, мы хотим работать на товарообороте. То есть мы не гнем высоко цены, мы стараемся сделать их как бы стабильными, лояльными, и чтобы люди как бы приходили чаще. То есть, разумно, как по мне. Сталкиваемся с проблемой того, что то, что стоило в закупе 50, стоит 75. И это еще нужно продать, и нужно это заработать на этом, чтобы покрыть свои расходы и новый закуп. С этим достаточно сложно. Это что касается... Ну, а как ты относишься к тому, что я вот не буду называть магазин, на моих глазах за 5 минут выросла цена почти втрое. Буквально на моих глазах. Я прохожу мимо, смотрю, одна цена, через 5 минут прохожу мимо, там уже новая цена и в 3 раза дороже. Как ты к такому относишься? Это правильно вообще? У нас и так не такие большие зарплаты, да? Мы не так много здесь в Абхазии зарабатываем. И при этом настолько сильно повышать цены и не думая о том, что тебе могут уже не прийти. Ну, знаете как, тут палка о двух концах. Тебе могут не прийти, потому что у тебя слишком дорогой товар, и к тебе могут не прийти, потому что у тебя этого товара нет. То есть поставщик привез за такую сумму, вот, допустим, скажем, там, гречка, она стоила там 95 рублей. Ты прошел, вернулся, она стоит 105 рублей, например. Почему? Потому что поставщик привез уже ее по новой цене, и ее выставили по новой цене. Допустим, как бы вы закупили в магазин себе за 100 рублей гречку, вы должны на ней заработать рублей 5-6. И в совокупности это покроет в объеме ваши расходы. Ну а что делать предпринимателям? У них-то, в принципе, выбора нет. Это не... Я не про то, что вот новый прошел товар и на новый уже повышенная цена, который, в принципе, он уже дороже был, а на старые продукты. Но это делает... То, что уже было, там, допустим, по старой цене было куплено. Сахар, да, знаю, там 4 тонны, допустим, да, у тебя есть сахара. И ты как бы не можешь подумать о том, что лучше продать вот это по той же цене, которую ты продавал до этого, а новый завоз ты уже продаешь по завышенной цене, потому что тот товар будет дороже. Я сейчас сам запутался. Я понял, что... Да, то есть старый товар продавать по старой цене, а новый по новой цене. С точки зрения потребителя правильно, но вот с точки зрения предпринимателя. Вы продаете старый товар по старой цене, и чтобы купить новый товар по новой цене, вам просто не хватит денег.
Потому что в эту сумму старой цены старого товара заложено ваш плюс, ваши расходы, оплата ваших сотрудников. И вам просто не хватит денег, чтобы купить по новой цене нужный объем. И поэтому многие добавляют, может, даже и немного, или в размер с рынком на старый товар, чтобы перекрыть расходы в дальнейшем, которые будут. Как тебе такая новость, возможно, ты слышал или нет? В России магазин DNS техники, на них подали в суд за то, что они на старую технику подняли цены. Не знаю про это, к сожалению, ничего. То есть у них были, допустим, айфоны, да, стоят уже месяца два, и новый завоз прошел по новой цене, они и старые тоже начали продавать по завышенной цене. Причем завышенная была цена очень высоко, скажем так, там по 200, по 250 тысяч уже. И на них подали в суд. Если ты говоришь о том, что лучше продать чуть повыше, чтобы следующий товар Но без фанатизма, безусловно. Да. Ну, получается, это тоже неправильно было. Вот я же говорю, тут палка о двух концах. Тут с точки зрения потребителя и с точки зрения как бы предпринимателя такой сложный момент есть. Но, безусловно, не нужно перегибать палку, как говорится. Давай поговорим о твоем хобби. Мотоцикл. О, единственное, что меня радует, если честно, в последнее время. Это самый опасный вид транспорта. Да. Почему? Почему именно вот мотоциклы? Я помню, сколько я смотрел, сколько мы с тобой знакомы. Каждый раз я видел, как ты чинишь его, как ты собираешь его, и как ты на нем ездишь. Я больше до сих пор собираю. До сих пор собираешь? Я обновляю там поршневую группу немножко. Почему мотоциклы? Это же реально опасно. Ну, это реально опасно, и есть как бы такое понимание, что садясь на него, есть 50% того, что ты не вернешься домой или вернешься домой. Ну, это просто реалия жизни, это факт. С учетом того, что я иной раз боюсь за рулем машины у нас ездить, так что это прямо реально. Но я, кстати говоря, вот мы недавно с ребятами катались, и я задумался о том, что почему мотоцикл. Я вот мы ехали по объездной в Гагре уже в сторону Сухума, смеркалось, так красиво. Я ехал, думал, и, если честно, я не могу уже что-то определенное выделить. Но вот это вот ощущение, когда ты едешь, ты там не летишь со скоростью безумной, что тебе нужно все контролировать. Ты вот едешь на своей, там, так сказать, стандартной скорости, крейсерской какой-то определенной. Не буду говорить, что вдруг еще оштрафуют за это. Вот. И это ощущение легкости какой-то. То есть ты едешь, и по сути тебя ничего не держит. То есть у тебя есть просто два колеса, мотор и руль, как бы с тормозами и так далее. И это ощущение какой-то легкости, полета, ветер, который дует, и... Ты сейчас так красочно описываешь, это чистой воды романтизм. Абсолютно. Это прям вот, к примеру, я купил свой мотоцикл именно для того, чтобы выехать и выдохнуть. То есть я люблю поехать посмотреть закат за выездом за город. То есть ты едешь, легкий такой летний ветерок, тебя обдувает, ты едешь спокойно. А еще есть такой классный момент, это детишки. Детишки в машинах на светофорах, это просто заряд энергии на всю неделю. Они прям вылазят, они там тянут кулачки, они тебе машут, это прям так настроение поднимает. Это прям, не описать. Много у нас мотоциклистов? У вас сообщество есть? Да, есть группа в WhatsApp целая. Вот. Много в Абхазии? Человек 20, наверное, точно не знаю, если честно. Но он постоянно меняется. Хорошо, помимо того, что это опасно, это же, не буду выражаться, очень дорого. Да, это дорого. Допустим, сколько стоит приобрести мотоцикл с экипировкой? И порой экипировка чуть-чуть дороже мотоцикла входит. То есть еще и смотря что за мотоцикл. Дороже мотоцикла. Бывает такое, да, что, смотря какой техникой вы владеете и смотря какую экипировку вы хотите купить. То есть, если вы ездите на спорте, соответственно, это нужен комбинезон, он стоит 1060, плюс шлем, это еще такой хороший шлем от 20. Вот сейчас мое желание перебивает только цена на комбинезон. Можно купить не спорт, как это сделал я. Не надо меня уговаривать. Помимо мотоциклов, чем ты еще занимаешься? Я слышал, ты недавно поехал в Гудаут обучать именно кофейному делу людей. Да, там открывается кофейня небольшая, и вот. То есть ты приезжаешь и обучаешь новеньких. Если брать короткий курс, что ты посоветуешь людям, которые, там же хотят заниматься с кофе?
Но в первую очередь нужно понять, как работает зерно, как зерно работает вместе с кофемашиной и как работает кофемашина. Исходя из этого, вы сможете производить все необходимые настройки и манипуляции. В принципе, мне все с тобой ясно. У тебя есть возможность на камеру сказать пару слов нашим зрителям, молодому поколению, о том, что им делать в будущем, куда можно пойти. Ну, такой совет от себя Это на сложно. будущее. Нужно при усердной работе не забывать о том, что нужно еще и отдыхать. Потому что если мы усердно работаем и не отдыхаем, это будет очень плохо. Как бы у меня был такой момент, и я точно знаю, что очень важен отдых. Не столько физический, столько моральный. Прям перезагрузка или куда-то уехать с друзьями. На мотоцикле покататься. Спасибо большое, что ты к нам пришел. Было очень интересно. Спасибо, что позвали. Ну, мы очень много узнали о нашем любимом напитке. К сожалению, он не очень полезный, но очень вкусный. Не буду отговаривать вас его пить, потому что я не перестану. Я тоже. Я и на распив. Спасибо большое. Удачи тебе в твоем новом бизнесе. Спасибо. И пусть удача будет на твоей стороне.